Хочу напомнить, что у нас свободный микрофон, и вы можете высказать свои чувства по поводу той ситуации, которая происходит в нашей стране. По поводу этого нового убийства, по поводу всего того ужаса, который происходит. Или наоборот, поговорить о хорошем, о том, как весь Минск и вообще вся Беларусь взрывалась в 23:34, что показывало о том, что нас до сих пор большинство, несмотря на то, что 300 тысяч были вынуждены выехать из страны. Не стесняйтесь. Очень важно, чтобы вы могли говорить, не боялись говорить публично. Потому что это пригодится нам и в новой Беларуси. Лукашенко у власти столько лет только благодаря тому, что мы молчали все эти годы. А когда все мы будем говорить, не будет такой диктатуры. Dzień dobry, dobry dzień. Chciałem przywitać tutaj wszystkich ludzi z Białorusi i powiedzieć, że was wspieram. Ale chciałem też powiedzieć coś do Polaków, którzy tutaj są dzisiaj z rodzinami. Słuchajcie, całkiem niedawno, 2-3 dni temu, młody chłopak, 27-letni, został zabity przez reżim Łukaszenki. Tam przez cały czas giną ludzie. Wspierajmy Białoruś. To ostatni chyba taki reżim. To, co się dzieje na naszej granicy wschodniej, to też jest bardzo niedobrze, ale musimy wspierać Białoruś. Musimy pamiętać, że to jest nasz bratni naród. Kościuszko. Wielu tutaj Polaków nie wie pewnie tego, ale Kościuszko też był Białorusinem. Mamy piękną, wspólną historię, ale mamy teraz bardzo trudne czasy. To są bardzo trudne czasy dla Białorusi, dla Polski, dla Litwy, Łotwy, Estonii. Obok orła znak pogoni i pójdziemy tam na Łukaszenkę nawet bez broni, pomożemy wam. Trzymajcie się, zarabiajcie hajs, róbcie dzieci i pamiętajcie, Polacy też musieli uciekać z Polski, kiedy tutaj straszył Jaruzelski, ale chyba ten Łukaszenka to jeszcze gorszy od Jaruzelskiego tak naprawdę. Trzymajcie się i sława Białorusi i wspierajmy Polacy, wspierajmy Białoruś! Минск, Варшава, спільна справа! Минск, Варшава, спільна справа! Минск, Варшава, спільна справа! Минск, Варшава, спільна справа! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живе! Мы разом, нас много, за нами перемога! 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 Дорогие сябры, я вельмі рада ў гэтыя святочныя дні бачыць вас усіх тут. Тое, што вы прыйшлі, гэта сведчыць, што нам з уходам года наша барацьба не скончылася. Яна не скончыцца да тых пор, пакуль Лукашенко сядзіць на сваім троне. Я зараз, калі ішла сюда, я ўбачыла расцяжкі з Анжелікай Борыс і з Павлом Пачобутам, з тымі палітычнымі вязнями, якія не маюць шанса адсвяткаваць гэты дзень, Новы год і Рождество Христова разам са сваёй сям'ёй, з сваімі сябрамі. Але маем надзею і веру, што калі мы не скончым нашу барацьбу, і ў наступным року усе палітвязні змогуць выйсці і святкаваць разам з намі Новы год. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Поважаныя сябры, я хочу павіншаваць усіх з надышоўшым новым 2022 годам. І хочу згадаць вам, я так разумею, што ўсе бачылі віншаванні, так будем сказаць, двух бакоў на Новы год.
якія былі віншаванні з боку бывшага нашага прэзідэнта і яго чыноўнікаў, і якое было віншаванне нашага прэзідэнта Светланы Ціханаўскай. Было сорамна глядзець на віншаванне гэтых чыноўнікаў, як будто выступалі нейкія роботы, пасыпаныя нафталінам старыя дзядзькі. Яны стаялі як зомбі, яны гаварылі непонятна на якой мове, ці на рускай, ці на беларускай. Яны былі запужаныя, скаваныя, у іхных вачах не было ні святла, не было, нават я не бачу, каб там які розум ці інтэлект там у іх бачыўся, только гэтыя кашулькі, которые трашчалі на варатнікі на іхных шыях. І ўсё, і яны стаялі як роботы з тупымі вачамі і расказвалі, які быў хорошы год 21. Як у нас расце эканоміка, як у нас растуць зарплаты, і як добра у нас в стране советская жыць, як эта песня піялася. Таксама было, я не бачила выступления и не глядела, не хотела псовать настрой, вообще мне раздражняя выступление нашего бывшего шклоўского председателя. Но только один момент видела в интернете, як он казал, на кого нам надо раўняць воспитание наших детей, выховывание наших детей. На того КГБшника, который без следствия, без всякого застрелил в упор Зельцера. Это герой, и он сказал, что это герой Беларуси, и надо нашу молодь выховывать на прикладе этого КГБшника. Это не маразм, хочется запытать. Коли без суда, следствия, без всякого, просто застрелил человека, КГБшник. І на гэта надо раўняцца усім нашим дзецям. Вось такая будучыня будзе чакае наших дзяцей, калі мы не зможем что-нибудь змяніць. Поэтому мы не маем права нічога не рабіць і заставіць гэту ўладу зараз опять на месцы. Таксама, за тое выступление нашего президента Светланы Тихановской я глядела от первой минуты до последней. Вот это президент, яким мы можем ганарыцца. И мы ганарымся им. И вся команда тая, которая стояла побач, плячом к плячу, разом с Светланой Тихановской, это люди, это молодь, это люди с вачами, у которых в этой вочи горать. Люди, которые разумные, молодые. Это вот будучыня наша. И это настолько было видно было эта параллель между этими віншаваннями двумя, что мы все разумеем, что мы не просто боремся зараз с той фашистской уладой бандитской, которая захопила зараз уладу Беларуси. Это борьба зла с добром, добра со злом. Это борьба светла с темрой. Это борьба молодости с этими пирожитками старыми. Это борьба розуму и адукавання против неадукавання. Это вот борьба зараз ідзе гэтых двух боков. Тому говорю, мы все тут, которые находимся, находимся на боку святла. И у нас упереди только святло и перемога. У их упереди ничего нет, у их нема будучыні, только темра упереди. Зато мы счастливые, что мы разом, мы солидарные, и у нас упереди есть будучыня, а у их будучыні нема. И мы обовязково переможем, мои дорогие. Я не сомневаюсь в этом ни хвилинки, потому что назад сомнение уже людское не поменять, и назад ничего уже не вернешь. Сторонку мы переворачивать не собираемся. Никого не будем ни забывать, ни пробачать мы не будем. Потому что мы разом, нас много, за нами перемога. Мы разом, нас много, за нами перемога. Мы разом, нас много, за нами перемога. Нас много, за нами перемога. Настенька, ходи сюда. Никто так не умеет кричать, как Настя. О, будучи наши дети. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Минск, Варшава! Спольна справа! Минск, Варшава! Спольна справа! Минск, Варшава! Спольна справа! Минск,
вольный микрофон, каждый может прийти, сказать все, что хочет, все, что на душе, все, что ее... Прывітанне, сябры. З вами зноў я, Наталья Гарашка-Басалыга, праваабаронца з Беларусі. І ў гэты Новы год я хочу узгадаць вам, что мы народ Беларусі. Мы адзіны народ Беларусі. Мы не апозіцыя. Мы гаспадары нашай краіны. А апозіцыя у нас цемрашалы Лукі Крывавага і сам дыктатар, які хутка згіне, бо нас шмат, і мы пераможем. Таму яднаемся. У нас у Новым годзе яшчэ шмат спраў. У нас амаль 1000 палітвязняў, якія прызнаны афіцыйна палітвязнямі. І шмат грамадзян Беларусі, якія пакутуюць за кратамі і пра якіх мы яшчэ не ведаем. Нам патрэбна вызволить нашу краіну от цемрашалаў. Нам патрэбна яшчэ узнавіць на гэтых руінах, якія нам застануцца пасля дыктатуры, разграбленую нашу радзіму, разрабаваную, знішчаную, абездоленую. Нам патрэбна яе яшчэ узнаўляць і строіць, будаваць нашу новую, шчаслівую, вольную Беларусь. Таму я вас усіх призываю быть разом с одним белорусским народом, одной, одиной нацией, непераможной, не склоненной. Мы заўжды перамагали, наши продки заўжды перамагали и кривавый московский Кремль, и цемрашалаў, якія приходили на нашу краіну. Тому и мы с вами пераможем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! И узгадаем, что Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Лукашенко террорист! Я угадаю, что наши полизняволенные отзначали Новый год за кратами. Я так само однойчы отзначала Новый год за кратами. Мы доведались, там нема годинников, мы доведались про то, что уже куранты бьют по гуках, якія были з гэтых ті телефонов, ті компьютеров, тых, кто нас вартовал на Окрестина. Тому мы налили у пластмасовые кубочки просто воды, бо я атрымала голодовку офіцыйна, як заўжды. Мы налили у пластиковые кубочки воды и пожидали, каб диктатура сгинула и каб Беларусь была вольная. Гэта было, мусить, у 18-м году, у 17-м. Мы адзначалі 18-й год, і пасля гэтага пачаліся рэзкія змены. Таму жадаем, каб дыктатура згінула, таму што толькі на руінах дыктатуры мы можам аднавіць нашу вольную, шчаслівую Беларусь. І свабоду палітвязням! Свабоду палітвязням! Свабоду палітвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! И дякую вам великие, что вы разом, что вы приходите на наши акции. Жадаем, каб нас было больше, тогда мы будем мощнейшие. Дякую великие! У нас есть такой грустный плакат. К сожалению, больше 1000 человек встретили этот Новый год в тюрьме. Это данные из Dissident Buy. Мы, опять-таки, выражаем свою позицию по поводу того, что есть признанные политические заключенные, но подход к этому признанию нужно поменять. Мы говорили об этом на прошлой акции, что ребята из Dissident Buy написали открытое письмо об этом, что мы будем его подписывать как диаспора Беларуси, диаспора белорусов Варшавы, извините.
Потому что сейчас в тюрьме находится больше 1000 человек, не так, как на весне, там около 1000. И еще около 200 человек сейчас отбывают наказание ограничения свободы на химии и домашней химии. Эти люди тоже находятся в тюрьме. В общем-то, сейчас вся страна находится в тюрьме. Это одна большая тюрьма. И все об этом знают. Поэтому мы призываем поддерживать политических заключенных, писать им письма, максимально любыми способами поддерживать их семьи, участвовать в различных инициативах. В следующее воскресенье мы снова будем писать письма на Плац Конституции 6 в 11 часов, поэтому всех ждем там, пожалуйста, приходите. И потом мы снова все пойдем на акцию. А сейчас, ребята, самая белорусская группа Варшавы пришла вас поздравить с Новым годом. Это True Story, я думаю, многие их уже встречали на улицах Варшавы. Они большие молодцы, они сами прошли через все это, через задержание, через этот режим. И здесь они всегда стараются поддерживать других белорусов. Поэтому своей музыкой, и мы все, благодаря музыке, благодаря культуре, мы все объединяемся. Спасибо вам еще раз большое, что вы пришли сегодня. Сегодня праздничный день. Все хотят его провести в семье, но в то же время мы все большая белорусская семья. Спасибо вам большое. Живи Беларусь! Что же ты, душа, мимо раю пройшла, а у чым же ты, душа, провинилася, ці за скупостю, ці за глупостю. Разрушил, ти душу загубил. Посярод раю стоит трева, купоросовое, а на дым на древе душки райские. Голосочки у них серафимские, голосочки у них серафимские, пяют песни херувимские. Як у нашем раю жить весело, жить весело, да и только некому.
Дякую. Теперь мы бы хотели всех поздравить с Новым годом. Нас здесь поддерживали поляки, вот вы приходили, выступали, и мы хотим поздравить вас всех. Мы знаем такой польской новогодней песней, очень красивой. И вас, и поляков, раз мы. Bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, których już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim slzy życzenia. Drzewo, ptakom, ptaki, drzewo, chnienie wiatru, płatką śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim slzy życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc piekliwa zapachnie się. С Новым годом всех! Живе Беларусь! 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 Калі раптам адчуеш камунальныя пахі і жыццё цябе возьме пятлю, зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад ці залезеш у хоры, ці з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш тады, што і сёння і учора наша месца на трох кітах. Ты не чекай, шага не достала. Хей, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Не было б Галилея и Боба Марлея, не было б Сальвадора Дали. Лена, Рикардо Линнея, эти три чарапахи были. Хей, ла-ла-лай, ты не чекай, шага не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай.
разных краях побывать. Зразумей, что ты под твоими ногами 3 слоны нерухомо стоять. Ла-ла-лай, ты не чекай, пока не достала. Ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, пока не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, пока не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, пока не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Живе Беларусь! Привет! Живе Беларусь! Привет! Живе Беларусь! Привет! Когда зимой холодною крещенские морозы щебечет песню соловей и распускаются мимозы. Когда взлетаешь к небесам и там паришь, путая звезды, а за окном твоим совьют какие-нибудь птицы гнезда. Когда девчонка толстая журнал приобретает мода, и сын как будто юноши ей в школе не дают прохода. Когда милиционер усатый вдруг улыбнется белорусу и поведет его под руки, но не в тюрьму, а к ресторану, знает, это любовь с рядом крыльями машет. Знает, это любовь, в сердце не прячь, амур не промажет. Когда мальчишка на асфальте мелом пишет чье-то имя, когда теленок несмышленных вами ищет манки вымя, когда веселый бригадир доярки сыплет возле клуба, когда солдатик лысенький во сне целует друга губы, когда безродная дворнягом забраться хочет на бульдога, когда куполовскую ночь до пары ног торчат из стога, когда седой профессор под дождем по лужам резво скачет, а зацелованная им девчонка нас пятеркой плачет. Знает, это любовь, ты рядом, амур, крыльями машет. Знает, это любовь, сердце не прячь, амур не промажет.
зима всегда приходит в платье белом, весной любовь приходит в платье голубом. Любовь приходит летом, платьице зеленым, а осенью любовь приходит золотом. Это любовь, с ней рядом амур, крыльями маться. Знай, это любовь, сердце не прячь, амур не промазать. Зима всегда приходит в платье белом, весной любовь приходит в платье голубом. Любовь приходит летом, платьице зеленым, а осенью любовь приходит золотом. А осенью любовь всегда приходит золотом. Войду я в новую конюшню, як войду я в новую конюшню, заседлаю коня воронога, заседлаю коня воронога. Я поеду, я в чистое поле, я поеду, я в чистое поле. Привяжу я коня и тычине, привяжу я коня и тычине. Пойду я за красной девчины, сам пойду я за красной девчины. Добрый вечер, красная девчина, добрый вечер, красная девчина. А где ж твоя несчастная доля, а где ж твоя несчастная доля? Моя доля вечерает дома, моя доля вечерает дома. Спатечки ложится, по вечерам спатечки ложится. Белым лицом вся не воротится, белым лицом вся не воротится. А конечно ложится плачима, а конечно ложится плачима. А к стене ложится Васима, а к стене ложится Васима.
войду я в новую конюшню, як войду я в новую конюшню, заседлаю коня вороного, заседлаю коня вороного. Вечно! Теперь любимая песня нашего Сия. Такий грустный мотив нет ответа, потому что с девчонкой ходил этим летом, потому что была комаров золотуша, и подумала, что с топором тебе будет лучше, тебе будет лучше, тебе будет лучше. Полюбила хапара, полюбила галдыра, и теперь тут за паром с настоящим галдыром даритьем тебе цветы, представитель хапаты. Я стараюсь от любви, вот такая цель один. Скажи, посещаешь ты фильм регулярно? Подошла к тебе на фильм некий странный. Типа надели очки кроссовки. Теперь я обманет тебя, как плавки, как плавки, как плавки, плавки, плавки. Полюбила топора, полюбила ковыра, и теперь ты с топором, с настоящим ковыром, даритьем тебе цветы, представитель красоты. Я стараюсь от любви, вот такая цель. Смотрю на тебя, и моя сердце плачет. Ты чихаешь, а рядом с тобой как не скачет. Вот ты парень такой заводной Тарантино. Ты такая хорошая, такая скотина, такая скотина, такая скотина, скотина. Полюбила хапара, полюбила галдыра, и теперь ты с хапаром,
настоящим галдыром дарить он тебе цветы. Представитель красоты, я сгораю от любви. Вот такая селяви, вот такая селяви, вот такая селяви, вот такая селяви, вот такая селяви. Занимаем роты, шерия наши скороходы, ланцуги наши, отливает знаком, город запушить. С волком родным братом, балыкает там, вовнишься до неба, и утянет его. Заедают хлеба, песни пятью. Старый цыган, искатый на небе наланти, готовя пути, знает свою правду, и для хлеба шанс. Темный богата, ясный до хлеба, и зимы поболе, как хлопец стал, на дачу на воле играет. Статус Украины, Пусть